Как найти свое женское «я», начать жить в гармонии с собой и быть счастливой? Об этом наш новый мотивационный проект «Я». Наши героини – самые обычные женщины, жены, мамы, бабушки. Самые компетентные эксперты в мире моды и стиля, спорта, психологии, питания и фотографии откроют им секреты красоты и привлекательности, научат ухаживать за собой, эффективно заниматься спортом, правильно питаться и не только. 3 участницы проекта уже прошли консультации специалистов и получили полезные для себя советы. Сегодня история еще одной героини. Евгения Вовкатечи, 32 года, живет в городе Тамоти, работает воспитателем в психоневрологическом интернате, по совместительству младшая медсестра. Не замужем, все свое свободное время проводит с 2-летней дочкой. Мечтает переехать в другой город с более мягким климатом и более широкими возможностями для развития ребенка. Но пока что-то кардинально менять в жизни не решается. Мне предложили поучаствовать в проекте «Я». Почему бы и нет? Все-таки это какая-то память и опыт. От проекта я бы хотела получить много эмоций, стать немножко посмелее, поувереннее в себе. Может быть, что-то в себе изменить даже. Евгению, как и всех мам маленьких детей, беспокоит, как и чем кормить ребенка, чтобы он рос крепким и здоровым. Поэтому в первую очередь на помощь мы призвали нутрициолога. Юлия Заболоцкая-Избекова. Доказательный нутрициолог. Знает, какое питание помогает стать здоровым, а сочетание каких продуктов может быть исцеляющим. Дает консультации по составлению правильного рациона. Жень, сегодня давай мы приготовим очень легкий рецепт. Это куриные котлетки, которые, в принципе, нравятся большинству детей, потому что они очень мягонькие получаются. Вообще поговорим немножко про детское питание, да? Чтобы было полезным, самое главное. Чтобы было бы полезно, да? Ну, конечно, давай начнем резать и говорить. Вот это вот нужно порезать мелким кубиком. Ага. Детское питание, оно от взрослого должно отличаться, конечно, да? Детям очень важно получать полноценный белок. Полноценные белки у нас содержатся в курице, допустим, говядине, в разных видах мяса, птицы, рыбы. Вот с морепродуктами нужно быть аккуратнее, ну так же, как и с рыбой, потому что рыба, она бывает немножко аллергенная, да, ну, начинать приучать ребенка с небольших дозировок можно начинать, да. Ага, детям очень полезно кушать яйца, это тоже такое более детское питание. Обязательно, конечно, ребенку нужно давать молоко, молокосодержащие продукты, кефир, приучать к творогу, да. Дети, главное, чтобы они ели поменьше рафинированного сахара, по большому счету, потому что сахар, он им дает такие забросы энергии быстрые, да, которые они так вот легко усвоили, легко потратили, но они просто сахаром недополучают витамины, которые содержатся в обычной пище. Тут нужно вот курицу порубить мелким кубиком, да, немножко лучка, и сейчас самое страшное слово прозвучит для матерей, наверное, майонез. На самом деле, вот майонез, например, его бояться не стоит, потому что его делают на растительных жирах. Это способ введения именно растительных жиров в рацион детей, так как растительные жиры, они содержат эссенциальные жирные кислоты. Омега-3, омега-6, омега-9. А вот у Евы вообще какие-то есть проблемы с питанием, да, или как? Почему ты такой вопрос задала? Ну, она у нас малоежка. Так. Она очень плохо ест, в основном одни макароны. Так. Ну, вот яйца. Так. Оказывается, это очень полезно, да? Угу. Ну и молоко у нас любимое питье. Ага. У ребенка в этот период у него желудочно-кишечный тракт перестраивается очень активно. Вообще у детей он перестраивается, пока они не вырастут до конца, а растут они до 25 лет. Ну, детям, получается, в рацион вводить продукты несложно на самом деле. Главное их не давить, а ждать, когда они будут проявлять интерес к какой-то еде. Если ребенок потянулся к огурцу и хочет его попробовать, просто не запрещать это делать. Ну, соблюдать меры безопасности, там, чтобы это все было помытенько, да? Угу. С мясом мы закончили. Что так, у нас дальше? Немножко лучок для сочности. А сейчас? Оно же потом жариться будет вместе, вот в данном случае это ничего страшного. Ева, если любит макароны, возможно, ей понравится сегодня наш гарнир. Мы будем варить булгур.
Ага, булгур – это такой способ обработки пшеницы. Ну, макароны всем же известно, что делаются из пшеницы, так что это цельнозерновая пшеница. Юля, подскажи, какие еще можно блюда помимо этого приготовить в моей малоежке? Ага. Ну, ничего усложнять особо не надо. Угу. Сейчас мы давай вот здесь вот добавим другие ингредиенты. Сюда нужна столовая ложка майонеза и столовая ложка муки. И перемешать. Ну, получается, усложнять особо ничего не надо. Детей лучше приучать есть какие-то виды несложных блюд, да? То есть, если, например, ребенок отказывается пробовать морковку, может быть, ему будет интересно попробовать ее в натертом виде, потому что будет проще пережевываться, да? По такому принципу. Хватает? Да, маленько больше нужно положить. Ага. Посоветуйте нам совместные блюда с дочерью, какие можно готовить? Ну, кроме макарон и котлет, естественно, это пельмени, разные виды пирожков. Пирожки можно начинать потихоньку вводить с овощными начинками, да? Пироги с джемами, например. Это хорошая совместная еда. А если вы будете делать супы, то старайтесь делать их, например, гороховый суп, да? Детей нужно потихоньку приучать тоже к бобовым. Будем жарить в небольшом количестве масла. Котлеты жарятся быстро, они масло почти не впитывают, поэтому ничего страшного. Вообще, относительно того, какое мясо полезнее, не полезнее, да, можно еще обсудить, наверное, вопрос. Курица, она хороша с точки зрения стоимости и скорости приготовления. Но куриное мясо, в нем содержится, например, мало железа. А железо организму человеческому очень нужно. Да. То есть, соответственно, красное мясо полностью исключать – это тоже ошибка. Был такой прецедент в том веке, когда японцы вдруг начали доживать до 100 лет. Оказалось очень просто, у них не было в рационе красного мяса. И они получается, у них первые долгожители появились где-то в 70-е, 80-е годы, которые стали реально долго жить. Это просто те люди, которым повезло начать есть раз в неделю красное мясо. Вот такой факт. Ну, приятного аппетита. Спасибо и вам. Хочешь, давай сама. Да, молодец какая. Вкусные макароны. Макароны булгур. Я вот даже не ожидала, что ей понравится впервые такое блюдо. Особенно булгур. Вообще я о нем никогда не слышала даже. Большое вам спасибо, Юлия. Вы очень нам помогли с советом. Получился очень вкусный обед. Несмотря на то, что ребенок малоежка, приготовленное новое блюдо понравилось и маме, и дочке. Ну, Женя, мне кажется, такая стеснительная девушка немножко, да, но это понятно. И она очень заботливая мама, очень свою девочку любит, молодая мама, да, ей, конечно, в каких-то моментах может иногда становиться тревожно, потому что питание детей, оно, конечно, немножко специфическое, отличается от взрослого. Вообще у Евгении, у нее, в принципе, сама по себе фигура хорошая, видно же, что человек, в принципе, питается неплохо, да. И поскольку я ей сильно чего-то там такого супер не открыла, на самом деле, да, мне кажется, все ей будет несложно. Евгения – самая молодая участница проекта. И несмотря на то, что с весом у нее особых проблем нет, она призналась, что хотела бы немного подтянуть фигуру, чтобы выглядеть более привлекательной. Поэтому следующая встреча с персональным тренером. Сардана Осипова, мастер спорта России по масс-рестлингу и пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса по армлифтингу, чемпион Европы, автор мировых рекордов. В детстве мечтала стать актрисой. Окончила колледж культуры и искусства с красным дипломом. Считает, что великую актрису в ней победил спортсмен, персональный тренер и тренер групповых программ. Сардан, привет. Привет. Я хотела у тебя спросить, могла бы ты подсказать мне, как начать бегать по утрам? Ты очень хорошо и правильно обратилась. Так как я занималась легкой атлетикой, я с радостью тебе расскажу все нюансы, что касается бега, и как нужно правильно дышать, как нужно правильно держать стопу. И если ты готова, мы можем начать прямо сейчас. Начнем, пожалуй. Пойдем.
Дыши ровно. Вот такой темп примерно ты можешь бежать, когда будешь готовиться к ГТО. Не слишком быстрый, но и не слишком медленный. Сейчас сюда. Аккуратно. Это как бег по пересеченной местности. Мама! Отлично! И вот здесь сейчас мы с тобой порастягиваемся. Я буду показывать упражнения, ты за мной повторяй. И, соответственно, не забывай про дыхание. Держи ровное и равномерное дыхание. Хорошо? Хорошо. Так, руки растянули в сторону и потянулись. Раз, два, смотрим в небо. 3, отлично. 4, еще 2 раза. 5, 6. Хорошо, взяли руки в замок, вытянули наверх и потянулись вниз. Хорошо, потянулись вы к левой стороне, в центр, в правую сторону. Хорошо, в центр. Взяли руки за спиной в замок, вытянули. Хорошо. И аккуратно поднимаемся. Потянулись вниз. Хорошо. Теперь поставим ноги пошире и растянем наши ноги. Хорошо. Поставь руку на колено и упираясь на пятку, упор на пятку. Хорошо, отлично. И в другую сторону. Хорошо. Разверни стопу и посмотри в сторону носочка. Отлично, хорошо. Еще раз. И в другую сторону. Отлично. Хорошо, развернулись. Потянулись. Отлично. Растягиваем наши ноги, передние и задние мышцы бедра. Хорошо. Нога, угол наклона должен быть прямой. Вот, хорошо. И ягодицу тянем вниз. Хорошо. Руку подними, поставь ее на колено. Пробуй. Хорошо. Правую ногу отводим назад, при этом делаем наклон вперед. Отлично. И также с левой ногой. Отлично. 3, 4. Всегда стремительно смотрим вперед. 5. Ничего страшного. 5. Хорошо. 6. Еще 2 раза. 7. И 8. Отлично. Молодец. Вот такими небольшими, несложными упражнениями, даже находясь дома или после утренней пробежки, можно сделать и тем самым добавить немножко тонуса в мышцы ног и чувствовать себя очень хорошо. Круто. Мне понравилось. Позанимавшись спортом, Евгения идет на встречу со стилистом. В маленьком городе, где нет модных магазинов, сложно подобрать стильный образ. Дора Николаева – дизайнер, стилист, консультант по имиджу, владелица авторского ателье. Каждая выпускаемая ею коллекция производит фурор не только в Якутии, но и за ее пределами. Постоянные клиенты модельера, известные представители бизнеса, политики и звезды якутской эстрады. Добрый день, Женя. На фотографиях совсем по-другому я представляла, да? А сейчас вот вижу совсем другой человек. Ну вот, давай поговорим. Твой гардероб. Да. Это весь твой гардероб или что-то такое есть у тебя? Яркие вещи какие-то, светлые оттенки, какие-то вещи светлые? Нет, есть только черное платье. Почему так мрачно? Ну, бордовый цвет – это вот красный, да, оттенок красного. Он сейчас очень актуальный, модный, но этот цвет я бы убрала с твоего гардероба. Вот розовый такой тоже, это не твой. Тут нужен холоднее оттенок. Мне интересно, какой стиль одежды мне вообще подойдет по моей фигуре. Или спортивный, или классический, может быть, платье, может быть, костюмы больше подойдут. Я сама в зеркале Я не могу вот тебе понять. привезла костюм такой яркого цвета. У тебя цвет глаз прям зеленый, да? Зеленый и прям яркий. Наденешь и посмотрим. А так, что тебе? Ну, тебе спортивный стиль тоже хорошо, casual.
Классика в платьях тебе тоже хорошо будет, потому что у тебя бедра такие красивые. Ну вот, что на вы каждый скажете? день. У тебя фигура обалденная, да, все-таки похолоднее цвет, оттенок выбрала розового. А как с тоном кожи сочетается? Ну, это немножко сливаешься ты. Сама не видишь? Ну, я думала, что мне подходит такой цвет. Неожиданно для стилиста подобранный ею наряд нашей героине не понравился. И это было видно по выражению лица. Самый такой образ, который мне понравился, вот. А Жене он не понравился. Почему? Ну, во-первых, оверсайз я никогда не одевала. А может начнем? Тебе очень хорошо. Зеленый цвет, у тебя цвет глаз зеленый. И то, что вот подчеркивает, еще ярче как будто делает зеленый цвет. И ты выглядишь очень дорого и стильно. Не знаю. Мне кажется, больше все-таки платье. И я пошла плакать. И ты пошла. Запишись на персональный шопинг со стилистом в Элис. Известные стилисты помогут собрать функциональный гардероб, в котором каждая вещь будет работать, а не висеть в шкафу годами. Вы сэкономите свое время и деньги. Бесплатно, только в Элис. Я не знаю, такая красивая девушка и столько нелюбви к себе, я вот в шоке. Я думала, все красивые девушки, они прям любят себя, а тут как-то это, ну, сложно. Она сразу не приняла то, что ей подобрала я. Немножко это меня с колеи сбило, но я человек с клиентами всегда как бы лажу, да, какие-то эти общие, ну, такие слова нахожу, чтобы как-то это расположить к себе. Я ей показала всякие там картинки, фотографии, как ей можно одеваться, что можно там, опять же, комбинировать, с чем можно носить вот эти вещи. Ну, вроде она поняла, да. Если человек сам, с одной стороны, да, вот, если человек сам не хочет, ты не сможешь поменять человека. Это вот желание человека самого поменяться. Вот она написала в резюме, что она хочет вообще уехать, поменять свою жизнь. Женя, если ты хочешь, ты все сделаешь. Твоя красота в этом. Ну, зеленый цвет я вообще в жизни никогда не одевала. Ни разу. Так примеряла в магазине на вешалке. Ну и сразу убирала, потому что, ну, мне казалось, это не мое. Она в мою жизнь внесла много ярких цветов. И я думаю, ну, буду одеваться ярче гораздо после беседы с ней. Она мне очень помогла. Наша героиня оказалась девушкой с характером, и несмотря на то, что общение со стилистом завершилось все же мирно, на следующей встрече с визажистом Евгения тоже продемонстрировала недовольство собой и с трудом воспринимала происходящие перемены во внешности. Кристина Соколова-Сергеева. Визажист. Любую женщину превратит в звезду. Ведет блог о красоте и косметике. Обучила макияжу более 1000 женщин. Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте, Евгения. Это ваш дневной макияж. Скажите, пожалуйста, из чего он у вас состоит? Ну, я наношу обычный дневной крем для лица, увлажняющий. Тональная основа. Тональник, да. Ну и стрелочки, тушь. Брови подвожу тенями. У вас, да, очень красивый гармоничный макияж глаз, можно сказать, на дневной, да, на
На каждый день. Ага. Но не хватает немножко свежести. Я бы вам добавила чуть-чуть контура, румян и хайлайтера. Здесь у всех есть такая зона, бакенбардочная зона. От этой зоны вы спускаетесь вот на эту линию. Получается, как на скулу наносите, и у вас линия идет, спускается и тянется к губам. Ни в коем случае румяна или контур не наносите на носогубки. Нанесете на носогубки, возрастной макияж себе сделаете, плюс 10 лет. Поэтому у вас тень идет вот хоп-хоп-хоп идет и носогубку не затрагивает. Смотрите, когда вы краситесь, вы художник своей внешности, то есть не обязательно взять только один оттенок. Вы можете брать и смешивать, тогда вы выявите свой собственный оттенок, которого не будет ни у кого. Вот здесь вот только на уголочек глаза и там, где вот получается на подвижное и не на подвижное веко. Вечерний макияж, который нанесла Кристина, героине вновь не нравится. Все, можно смотреться. О, нет, я же говорила. Что? Лет так плюс еще накинулось 20. Серьезно. Это прям просто трешняк. Я не знаю, сколько лет. Теперь мне что вы со мной сделали? А сколько на самом деле лет? 32 было. Ой, Евгения божественно красивая девушка, да, она просто, у нее глаза, в этих глазах можно утонуть. Мне кажется, ей нужно экспериментировать с разными образами в макияже, в одежде, чтобы было вот разнообразие, чтобы она привыкала и могла видеть себя с разных сторон, то, что она может быть разной. Ну, такая реакция была, скорее всего, опять же, из-за непривычки, то, что я сильно никогда не крашусь. Ну и хотелось внести свои все равно поправки привычные. Ну, в целом, конечно, уже ближе к дому приехала, посмотрела, привыкла, начала привыкать как-то. А изначально, конечно, для меня был шок такой себя увидеть первый раз. Ну, прикольно. Мне понравилось. Похоже, Евгении нужны не только изменения во внешности, но и внутренние перемены. И в этом ей постарается помочь психолог. Ксения Ивашковская, психолог-консультант, семейный психолог, помогает взрослым и детям понимать себя, строить отношения и справляться со сложными жизненными ситуациями. Ведет немедицинскую психотерапию в диалоге, обучает навыкам безопасного общения и управления конфликтами. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте, Ксения. Евгения, о чем мы поговорим с вами сегодня? Какую жизненную задачу вы для себя решаете? Что вас беспокоит? С чем поработаем? Ну, на сегодняшний день я думаю, что меня больше тревожит мнение окружающих о моей грубости. Наверное, многие принимают меня грубой из-за моего голоса, скорее. И вы слышите об этом от людей? Да. Ага, Часто. Ага, вы часто слышите, как люди прямо так и говорят, да, что Да, вы прям так и грубая? говорят. Какая-то грубая, характер грубый. Но я бы так не сказала. Вы не согласны с этими мнениями? Нет. Угу. А вы можете припомнить ситуацию, в которой вот это происходит? Когда кто-то говорит, что вы грубая, и ваше мнение, ваши ощущения в этот момент. Попробуйте вспомнить житейскую ситуацию. Ну, как обычная ситуация, например, общаясь с человеком какое-то время, потом подводится заключение, когда про меня начинают рассказывать, вот и там то-то-то, ну и грубая, очень много в тебе грубости. А я не могу понять, в каком месте эта грубость выражается. Ну, я себя считаю вообще
даже мягкой, что ли, сказать. Люди же могут быть по самым разным причинам говорить, что вы грубый. Ну, Да? да. Ага, и вам нужно же знать, с чем конкретно работать. Для этого нужно их конкретно об этом спросить. И спросить, оказывается, можно. Могут ли быть плохие последствия, если вы спросите? Могут ли вас обидеть за этот вопрос? Не думаю. Скорее нет. Скорее нет. Угу. Тогда что скажете, если начать пробовать? Можем попробовать. Угу. Потому что вот этот вопрос очень неисследованный. Вы когда-нибудь сталкиваетесь сами с грубостью? Ну, бывает, но не часто. А как вы относитесь к чужой грубости? Ну, обидно маленько. Но я на этом не заостряю внимание. А было бы это интересно узнать, почему человек сейчас грубил, в чем дело? Но я этим не интересовалась никогда. Ага. Ну вот, если вам не интересно, почему причины, да, то, конечно, ну, это затрудняет исследование. Ну, мы пользуемся в психологии таким словом исследование. Исследуется все: ощущения, эмоции, можно исследовать поведение других людей, поведение свое собственное, да, и делать это при помощи вопросов. Вопросы вообще очень много позволяют узнать. Ваш вопрос может много света пролить, можно много узнать о другом человеке. Ну, буду стараться спрашивать в такие моменты, что же его сподвигло так ответить. На работе такие ситуации бывают? Да. А на работе по субординации там можно вопросы спрашивать, можно задавать? Ну, конечно. Евгения, вы сказали, что считаете себя мягким человеком. В чем ваша мягкость? Когда вы ее у себя замечаете? Ну, в тех моментах, когда я могу помочь людям, случайному прохожему, например, если вдруг тяжело нести тяжелую сумку, например, или кому-то стало плохо, я никогда мимо не пройду. Вот в этом моя мягкость, я так считаю. Есть еще такие ситуации, где вы ощущаете себя мягкой. Например, в отношениях с одними и теми же людьми. Есть такие люди, с которыми вы мягкая. Нету никого. Но я знаю, что у вас есть маленькая дочка. С дочерью особенно приходится быть мягкой, конечно, потому что она девочка, во-первых. Во-вторых, она моя дочь. И что вы наблюдаете, когда воспитываете ее мягко? Она становится гораздо отзывчивее ко мне. Меньше истерик становится и больше положительных эмоций у нее в мою сторону. Почему вы на свою грубость обратили внимание именно сейчас, именно в это время? У меня появилась маленькая девочка, которой нужно показывать, что ты женщина, женственная, была мягче, не грубила людям. Нужно действовать при помощи слов, только не грубых, да? Не грубости. Это то, чему тоже учатся. Как вам такая идея? Ну, думаю, нужно попробовать вести себя так. Ну, потому что просто отказаться от грубости и остаться беззащитным тоже ведь не дело. Должна же альтернатива быть. И вот такая вот альтернатива. Больше разговаривать о том, что вас не устраивает, и добиваться, чтобы люди обращали на это внимание. Если это окажется не очень эффективно, а так тоже может быть, да? Нет таких волшебных слов, которые способны любые проблемы решать. Да, можно подобрать что-то другое. Думаю, нужно меняться ради своей малышки. Я думаю, что Евгения довольно глубокий человек и человек, который многое, что происходит с ней, держит при себе. Да? Я бы не надеялась, что с первого раза можно копнуть настолько глубоко, чтобы узнать о ней все. Да? Евгения самостоятельная, она предпочитает, умеет, может заботиться о себе. Да? У нее есть такая хорошая внутренняя независимость, да? И в то же время есть
я чувствую внутреннее одиночество. Хочу сказать, я удивлена, какая трансформация с ней сейчас происходит. Этот человек сейчас смотрит на свой стиль общения со стороны, и она хочет его изменить. Она не всем довольна, и, безусловно, она хочет лучшей жизни для себя. И ее вдохновляет ее маленькая дочь. Она хочет хорошо ее воспитывать, хочет быть примером для нее. И я думаю, что эта опора для изменений, да, быть хорошим примером для ребенка, это очень хорошая, сильная опора. Надеемся, общение с психологом пойдет на пользу нашей героине. Но перемены не происходят по мановению волшебной палочки, и многое будет зависеть от самой Евгении, и потребуется время. А пока мы решили устроить ей небольшой сюрприз и вместе с нашим тренером Сарданой Осиповой научим плавать на модной сейчас сап-доске. Благо, город Томот, где живет участница проекта, стоит на реке Алдан, и заниматься водными видами спорта здесь очень удобно. Женя, привет! Привет! Я уже подготовила сап-доску, принесла весло, чтобы ты смогла попробовать на себе ощутить эти эмоции и получить много драйва. Будем пробовать. Давай. Нужно держать ноги в полусогнутые колени, чтобы удержать упору, чтобы держать хорошее равновесие. Весло должно погребаться полностью под воду, чтобы хорошо плыть. И перемещаем руку. И так же. Потом левая нога. Хорошо. Ставь правую ногу. Отлично. И левая нога. Ты готова? Выдвинь ручку. Хорошо. Все, достаточно. Готова? Получилось! Я рада за тебя, молодец! Ты это сделала, да, опять? Ой, аккуратно давай спускаемся. Позитивные эмоции после занятий на сап-доске решили закрепить фотосессией в образах от нашего стилиста и визажиста. Сергей Шарин – один из самых востребованных фотографов Якутии. Более 10 лет занимается фотографией профессионально. Запечатлеть торжественные моменты жизни многие доверяют именно ему. Умеет видеть красоту вокруг, ловить момент и останавливать время. Вот. Угу. Отлично.
Уведи подбородочек сюда еще немножко. О. Хорошо. Давай, улыбнись немножко. Прям попробуй зубами улыбнуться. Может, немного? Давай, хорошо. Раз, два, три. Вот, отлично. Попробуй руки наверх поднять. Как будто волосы. Вот, давай. Волосы поправляешь. Вот. Краем глаз на меня посмотри. Вот так. Вот. Что надо? Да, вот, ага. Вот, хорошо. Отлично. Сейчас у меня вспышка с той стороны будет, поэтому лицо ведешь сюда, немножко вот так вот, хорошо. И корпус тела немножко туда. Вот так, вот так. Вот. Ниже подбородочек. И взгляд выше. Сделай взгляд такой прям дерзкий. Этот рот всегда такой должен быть? Можешь улыбаться. Сейчас ты укоренешь. Все, смотришь? Вот коварная Женя. Сергей, мне очень понравилась фотосессия. Спасибо. Такой опыт у меня впервые в жизни. Я буду вспоминать его. И все. Все. Голубоглазые, как бы симпатичные девушки с длинной шеей, как говорится, да, обычно бывают достаточно открытые. Ну, сколько я моделей знаю, да, уверенные обычно бывают. Тут Женечка у нас немножко скромная, очень, да, можно сказать, слишком скромная и чутка закрытая. Вот. Если бы ее прям раскрыть, мне кажется, ей не только бы даже 1-2 образа подошел, бы все образы подошли, да. Она очень похожа на актрису, можно сказать, голливудского уровня. У нее есть и внешность, и как бы и некий характер. Вот, характер биться, может, нет, мне так кажется, да, такой некий характер добиваться, но она об этом не понимает и не чувствует. Такая красотка как бы ходит, кто бы знал. И мне кажется, надо таких людей раскрывать, и мне кажется, у Жени это очень хорошо получится. Только ей надо поверить в себя и полюбить себя. Фотосессия это больше всего мне, по-моему, понравилось. Чувствовала себя как в своей тарелке. Думаю, получится красивые, яркие фотки. В финале проекта нашу преображенную героиню готовы встретить родные и ее маленькая дочка. Сегодня итоговый день, когда мы встречаем нашу обновленную, красивую Евгению. Ну что за красотка? Женя, как тебе проект? Мне очень понравилось. Я очень сильно волновалась, как и сейчас. Очень стеснялась камер, но все равно решилась на это. Не жалеешь? Нет, конечно. Молодец. Встречаем. Это доченька. Чтобы ты сияла, всегда была красивой такой, этот образ полностью мы дарим. И плюс к этому сертификат от ювелирного дома Керге, диплом участницы и букет.
За считанные дни телепроекта, конечно, невозможно полностью преобразить человека, но главное, что у нашей героини появилось желание измениться. Она понимает, что перемены связаны прежде всего с работой над собой. Не каждый день такое бывает. Ну и хотелось понравиться родственникам. Услышать отзывы положительные. Ну, я их услышала. Я буду стараться меняться. На вопрос, если бы еще раз предложили участие в проекте, согласилась бы, наша героиня ответила так. Это нормально, я тоже плачу. Я очень хочу, чтобы у тебя все исполнилось. Прям очень хочу. Я прям буду радоваться, когда ты отправишь открыточку из Питера и скажешь, вот это у меня получилось. Да? И очень хочу, чтобы ты радовалась каждому новому дню. Чтобы ты ребенку внимание хорошо, но чтобы ты не забывала себя тоже. Да? Потому что ты очень красивый человек. Ты себя вот закрыла этими слоями, защитой, да, ты очень пытаешься защититься от этого мира. И пусть все твои мечты исполняются, улыбайся и радуй мир этой красотой просто, да. Смотреть на себя одно удовольствие, ты очень красивый человек. Не просто девушка красивая внешне, да, а очень красивый внутри человек. Распустись, радуй. Я не могу остановить этот процесс. И пусть... Мне в кино пора. Да, и в рекламу тебе пора. Мне кажется, ты можешь работать и моделью. Обращайтесь, конечно. Будем снимать. С удовольствием. И все. Грим поплыл. Все. Будешь сниматься? Если тебе предложим еще раз принять участие в проекте, ты бы согласилась еще раз пройти? Конечно. Думаю, я была бы уже поувереннее. Может быть, даже преображенная. Но я надеюсь на это. Уверенности побольше придает все-таки проект, конечно. Гораздо больше. Я даже не знаю, какие слова подобрать. Но для моей жизни это огромный опыт. Ну и интересно очень было. Спасибо вам большое. Четыре женщины, 4 судьбы, разные истории. И каждая из них обрела уверенность в своем очаровании. Внешнее преображение героинь будет сопровождаться искренними чувствами. И это касается не только по отношению к себе, но и любых перемен в жизни женщин после того, как они через новые образы открыли живую, свободную, настоящую себя. Проект «Я» завершен, и наши участницы вместе с экспертами доказали, что любые трудности и проблемы преодолимы. Нужно лишь желание к изменениям, немного любви и внимания к себе.